Прилавки пестрят яркими красками, а в глазах рябит от многообразия. Посетители подолгу задерживаются у прилавков. Кто-то внимательно обсуждает технику росписи, кто-то снимает видео для друзей. Атмосфера теплая и живая. Здесь ярмарка превращается в беседу за чашкой кофе. Каждый шаг по рядам дарит маленькое открытие, ощущение, что ты на минуту стал частью чьей-то личной истории. Стенд Светланы Горской привлекает издалека. Девушка впервые участвует в ярмарке. Она привезла елочные игрушки ручной работы, подарочные наборы и одиночные украшения. На создание одного набора уходит в среднем неделя. Творчество с ней с детства. Она вышивала, шила, рисовала, но последние 5 лет полностью посвятила себя елочным украшениям. Светлана уверена, с ее игрушками елка обретет особенную торжественность, а подарок станет по-настоящему душевным и запоминающимся. Есть медальоны двухсторонние. Сейчас у нас год лошади. Также лошадки вот такие вот. Это ручное окрашивание краскопультом. Новинка в этом сезоне у меня. Игрушки облачены в бархат, декорированные лепниной ручной работы, стеклянными камнями и атласными лентами. Делаю я игрушки круглый год, даже летом, чтобы было хорошее наличие. В моем доме царит атмосфера праздника и Рождества круглый год. Я благодарю торгово-промышленную палату за прекрасную организацию, за ощущение праздника, торжества. И поздравляю всех жителей Сухума с наступающим Новым годом. Сабина Ахиба участвует в ярмарке не в первый раз. Керамикой она занимается с 2018 года и имеет собственную мастерскую в Новом Афоне. Делает упор на посуду. Сабина принимает индивидуальные заказы и регулярно выставляет свою продукцию на ярмарках, благодаря которым они узнают новые покупатели, а также сохраняется поток постоянных клиентов. Вся представленная продукция сделана вручную. У нашего местного населения востребовательные кружки, которые проявляют их характер. Я делаю именно упор на надписи и вот именно проявление характера, либо какого-либо недовольства или настроения. В основном у меня упор идут на кружки и кофейные, чайные, потому что наши люди, наше население любит много пить кофе, и чай. В этой же посуде вы можете что-нибудь подогреть в микроволновке, можно в посудомоечную машинку. Либо моя мама любит в больших кружках делать паски. То есть вы обмазываете с маслом, закидываете в духовку, и спокойно паска выходит, ничего не прилипает, и за счет масла, и за счет глянцевой поверхности все можно вытащить из посуды. Здесь представлены изделия из дерева, керамики, шерстяные вещи, картины, женские аксессуары, сумочки, цветы и многое другое. Каждый мастер пытается удивить публику особой поделкой. Новогодняя ярмарка традиционно собрала на своей площадке уникальную и качественную продукцию. Посетители могли приобрести множество красивых вещей в преддверии Нового года. На данной ярмарке мы представляем свечи из натурального воска кокосового, подделки из гипса. Свечи у нас идут с ароматом. Готовимся к Новому году. Снеговик, елочки, шары. У нас даже тыквы есть. Очень интересно, весело. Здесь все такие дружные, такое теплое отношение. Прям почаще такое бы. Проект «Руками женщины» торгово-промышленная палата реализует с 2020 года, а именно как новогодняя ярмарка уже в 3-й раз. В этом году в ней участвуют до 70 рукодельниц из всех районов республики. Здесь представлены участники, которые недавно начали свою деятельность, есть и более опытные. Конечно же, для них это хорошая возможность познакомить с предметами своего творчества. У многих из них есть страницы в социальных сетях, они проводят и свою рекламную деятельность, с помощью которой привлекают внимание к своим изделиям. Я считаю, что это хорошая площадка, которая дает возможность показать то, чем они занимаются. Так представлены и индивидуальные предприниматели, и физические лица. Это однодневная новогодняя ярмарка. Из года в год желающих принять участие в ней растет, отметила вице-президент ТПП Абхазии Лана Киут. В течение года собираем информацию о новых рукодельницах. У нас есть определенная группа, наши сотрудники общаются со всеми в течение долгого времени и собирают информацию о них.
И уже по заявочной форме они регистрируются, принимают участие в данном мероприятии. На ярмарке гостей радовали Дед Мороз и Снегурочка, а неожиданно появившийся Гринч внес в праздник веселую суматоху. Выступления воспитанников Рамины Заде и Саиды Габня стали жемчужиной мероприятия. Дети исполнили известные новогодние песни, подарив присутствующим массу положительных эмоций. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.